конечно, мы не политический орган, но вот эти меры, которые были предприняты, давление, ну, будем говорить, и санкции, они ведь тоже вносят какую-то атмосферу на юридическое поле. И, естественно, мы тоже эти отголоски в своей деятельности не можем не испытывать. Ну, например, скажем, вдруг прибалтийское государство Литва, которое является нынче депозитарием Всемирной конференции, раз в 3 года она собирается, Всемирная конференция судов, прислала нам недавно депешу о том, что судьи Конституционного суда представляют собой угрозу для безопасности Литовской Республики. Какие судьи? Наши судьи? Наши судьи Конституционного суда. Ага, попались. Да. Значит, возникает вопрос, мы можем туда, на эту конференцию, мы же не можем проехать на конференцию. У меня уже грешным делом было такое обратиться к вам и сказать, давайте мы попросим эту всемирную конференцию у нас проведем. Мы же никому не будем запрещать, чтобы приезжали. Ну, вещи удивительные порой творятся в связи вот с этим. Но я думаю, что это наносное, потому что ведь не Германия запретила, и не Австрия, скажем, и не Италия. Потому что у нас по международному вектору сохраняются очень большие прочные позиции, традиционные. Я к чему это говорю? Потому что мы, конечно, живем не в отрыве, не в вакууме от всего мира. И наши эти постановления... Извините, а что, собственно, послужило поводом для такого просто идиотского, я бы сказал, вывода? Наше решение по Крыму. Потому что они считают, что мы нарушили неприкосновенность, целостность территориальную Украины и приняли неправильное решение. А я считаю, что, вот я докладываю вам нашу общую позицию, потому что принято было единогласно. Я могу сказать здесь, не выдам я тайну совещательной комнаты, что у нас не было особых мнений, поэтому мы исходили из того, что мы решаем вопросы права. Крымский народ, народ Крыма выразил свою волю, и никто не может с точки зрения устава Организации Объединенных Наций упрекнуть в некорректности нашей решения. Ну вот Литве показалось, что мы, может быть, они подумали, что мы по Литве будем принимать. Вы принимали решение, исходя из Российской Конституции? Конечно. В рамках ли Российской Конституции проводятся эти все действия, они не в рамках международного права, но очень странно. Ну, вот, иногда складывается впечатление, что люди вообще свалились с планеты, с другой.